Александр Лукашенко праводзіць гэтак званы ўсебеларускі народны сход, які насамрэч ні ўсебеларускі, ні народны. Ён трыумфуе, ягоная прэс-служба хваліцца высокай народнай падтрымкай дыктатара. Аднак мы ведаем, што ўсё гэта фейк, а рэальна праз 2 тыдні яго чакае спатканне з Владзімірам Пуціным. Першае з верасня 2020-го. Ці пасля гэтага візіту ў Беларусь стане яшчэ больш залежнай ад Расіі? Што яму трэба ад Пуціна, а што гаспадару Крамля трэба ад незаконнага прэзідэнта Беларусі? Ці чакаць увядзення супольнай валюты? Ці беларускія прадпрыемствы прыватызуюць расейцы? Пра гэта я паразмаўляю з Валерыяй Касцюговай, палітычнаю аглядальніцай з экспертнай супольнасці «Наше мнение». Добрый день, Валерия. Здравствуйте. Ужо з'явілася інфармацыя аб тым, што хутчэй за ўсё у Сочи пад канец лютага будзе весціся размова пра 3 мільярды даляраў крэдыту расійскага для Беларусі, для Лукашэнкі. Гэта ўсё, за чым поедзе Лукашенко в Россию? Ну, это не главное, конечно. Главное же это то, что Путин его примет. То есть это знак поддержки и сохранения партнерства. Так, як бы вы ахарактарызавалі вось павестку іхнага спаткання, бо тое, што Лукашэнку патрэбна ад Пуціна, больш-менш зразумела. А што Пуціну трэба ад Лукашэнкі? Ці гэта супольная валюта, на якую намекаў Дмітрий Медведев? Ці гэта прыватызацыя, якую узгадываў сам Лукашенко? Ці штосьці яшчэ? Я думаю, что и вопросы валюты, и вопросы приватизации третьестепенные, очень неважные. Путину прежде всего от Лукашенко нужно, ну как бы это сказать, тоже партнерство. Но партнерство как-то его следовало бы с точки зрения Кремля очистить от негативной репутации, которую Лукашенко получил в последнее время. Ну, частично. Естественно, не до того, чтобы он там был, скажем, легитимным президентом, это не нужно, а чтобы он просто не выглядел, ну, совсем уж жалким, что ли. Так, глядите, Лукашенко сёння вось падчас адкрыцця ўсебеларускага народнага сходу выступіў, і там некалькі ёсць узгадак, між іншым, звязаных з тэматыкай Расіі. Ужо каментатары кажуць пра тое, што гэта значыць, што інтэграцыі паглыбленай хутчэй за ўсё не будзе. Зрэшты, пра гэта сведчыць і публікацыя «Камерсанту», маўляў, галоўнае гэта крэдыт, так? И так само Лукашенко не будет форсировать, пробачьте, Путин не будет форсировать змены в Конституции. Вось, як вы бачите позицию Москвы, Кремля перед этим спотканием в справе зменаў Конституции Беларуси? Ну что же, на самом деле ведь смена Конституции это был способ, предложенный, собственно, каким-то из белорусских представителей в ОБСЕ, если верить Путину, когда-то еще в августе-сентябре. И просматривалось это как быстрый способ нормализовать ситуацию в Беларуси. Быстрый способ нормализовать ее, сделать более стабильной. И это время, возможно, уже, такая потребность уже и не особенно нужна, исчезла, поскольку ситуация шла по нарастающей, стабилизации не случилось. И самое неприятное для Кремля, чего он, собственно, опасался из-за белорусских протестов, уже произошло в России. То есть протесты перекинулись на Россию. Ну, они не перекинулись, конечно же, от нас, но поскольку, в принципе, такие вещи, как социально-экономическое развитие носит региональный все-таки характер, оно не считается особенно с границами, и режимы у нас сходного типа, то пример белорусов помог россиянам осознать их собственные проблемы. Так, мы бачым нават чырвона-белыя сцягі падчас расійскіх пратэстаў. Мы таксама чуем лозунг «Жыве Беларусь», які выкрикваюць расейцы, чаго, здаецца, ніколі раней да гэтага не было. Таму в некаторым сэнсе расейцы заразіліся вось гэтай заразай
в добрым сэнсе гэтага слова, беларускай рэвалюцыі. Ці гэта тое, чаго найбольш баяўся Владимир Путин? Ну, понимаете, конечно, я не психолог, я не могу точно знать, чего он там боится. Но, безусловно, это важный фактор политический. России предстоит избирательная кампания, важная. Для них Дума играет значительно в их политической системе большую роль, чем в нашей национальное собрание. И, безусловно, вот этот прекрасный белорусский подарок, он явно не к месту. Так, Валерія, от я хотів би вас ще, протягуючи тему інтеграції, запитати, як ви розумієте те, що відбувається апошнія тижні, і те, що може відбутися в Сочі? Чи це тільки риторика, яка потрібна, от, як ви сказали, для політичної підтримки узаємної Лукашенки з Путіним? Ці сапраўды варта чекати нейкіх інституцыянальных рішенняў, так? Сур'ёзных рішенняў, звязаных з змяншэннем беларускага суверэнітэту, звязаных з нашай эканомікай. Ну, все-таки про приватизацию Лукашенко довольно открыто казал, причем он называл предприемства некоторые уже, коли я добро памятаю. Чи все-таки это будет в сфере риторики для того, чтобы пропиариться, подтриматься, а до конкретных решений после этого споткания, принамсі, мы не дочекаемся? Конкретные решения, я думаю, ну, не на встрече, конечно, будут, а там о них будут просто говорить. Президенты не принимают конкретных решений никогда. Что касается этих самих решений, приватизация, ну, это очень и очень ну, общее понятие. Какое-то одно или два предприятия могут быть проданы, это несущественно, поскольку у нас бизнес-среда ужасная. То есть нет особого желания покупать предприятия ни у кого в таких условиях. Поэтому я думаю, что конкретные решения будут как раз в области бизнес-среды, а не вот каких-то кейсов. То есть, ведь российская сторона, ну, боже мой, сколько, 20 лет говорит о гармонизации налоговых законодательств, условий ведения бизнеса и прочих вещей. То есть я думаю, что российская сторона будет продолжать настаивать, и в этот раз у нее шансов на успех больше, чем в прежние годы, на том, чтобы получить именно институциональную гармонизацию, то есть в сфере ведения бизнеса. Вот тогда можно говорить и о приватизации. А так какой смысл что-то покупать тут? Так, зразумела. Валерія, дазвольце запытаць вось пра гэта, ну, язык не паварочваецца назваць гэта сацыялагічным даследаваннем, але, ну, назвем гэта, да, у нейкім сэнсе сацыялагічным даследаваннем, якім хваліцца ўжо другі дзень прэс-служба Лукашэнкі і ўвогуле вся дзяржаўная прапаганда. Па-мойму, даволі дзіўныя вынікі, не тое, што яны там несапраўдныя, гэта зразумела. Але глядзіце, вось што, з аднаго боку падтрымка ці давер да Лукашэнкі даволі высокі, каля 65%. З другога боку, беларусы, паводле гэтага даследавання, не хочуць зменаў в Канстытуцыі, 60%. Як у гэтым сэнсе вы бачыце перспектыву магчымых зменаў в Конституцию и референдума, проведения референдума? Бо калі высокі давер да Лукашэнкі, значит, можна праводзіць референдум, і референдум пройдзе на ура, да? Але з іншага боку, беларусы не хочуць зменаў в Конституции, то навошта тады рабіць референдум? Як вы гэта бачыце? Нет, ну подождите, избирательная система сломана, никакого референдума в принципе быть не может, и никакое социологическое исследование, выдуманное или даже реальное, не может гарантировать, никакого успеха, поскольку просто, ну, белорусы же теперь знают, что такое массовое голосование. И как оно, ну, меняет вообще жизнь и политическую систему. Поэтому нет, о референдуме речи быть не может. ВНС, в принципе, должен как-то решить проблему, ну, не сам ВНС, но первым шагом проблему дальнейших голосований. Как именно избавиться от необходимости проводить выборы. Ну вот они называют его представительным органом уже, я обращаю ваше внимание. То есть вторым представительным органом после парламента. Парламент тоже избрать уже невозможно. Нужно передавать как-то полномочия
ну, как бы называть вот этих людей, которые избираются по особой процедуре представителями народа, Так, без голосования. так, зрозуміло. Так, це буде нечто на кшталт такого ті то третьої палати парламента, ті квазіпарламент, які насамрэч не будуть вибирати на простым голосуванням. Штосьці це нагадує нейкую азіатську диктатуру, до якої ми все ближе скатываемся. Валерія, дазвольте запитати під кінець, у нас залишилося некалькі хвилин, про виступ Олександра Лукашенка на Сході. Так? Што вам кінулася в очі, што зацікавіла? Бо, па-мойму, гэта даволі традыцыйны выступ, якім ён зноў атакуе Захад, алі пакідае магчымасць для партнёрства. Таксама кланяецца ў лаяльнасці да расійскага народу, да Кремля. Ці штосьці новае прагучала на гэтым сходзе, на што вы звярнулі ўвагу? Ну, для меня самым точным и важным в этих словах было то, что он очень, как бы это сказать, метко сравнил нынешнее время с развалом Советского Союза. Это правда. Так, зразумела. Валерія, вось скончыцца сход, так? Адгрыміць гэты сход, забудуць гэтыя фейкавыя сацыялагічныя даследаванні. Што будзе в бліжэйшыя месяцы? Як бы вы бачылі палітычную сітуацыю ў Беларусі? Я маю на ўвазе магчымыя пратэсты ўвесну, я маю на ўвазе магчымыя дзеянні палітычныя афіцыйнага кіраўніка. Як бы вы гэта бачылі? Ну, все действия властей и Лукашенко говорят о том, что номенклатура, его подданные, которые, ближайший круг, которые фактически провалили его избирательную кампанию, которые, ну, не знаю, охраняя его от негативных эмоций, ну, довели вообще ситуацию до политического взрыва и кризиса, который не разрешен. Все они вернулись на прежние рельсы и представляют собой коллективную Качанову, которая, ну, просто врет в глаза, рассказывая о том, что все уже хорошо. И очевидно, что, ну, это ошибка. Понятно же, что самоуспокоение никому, ну, а тем более диктатору, который переживает острейший политический кризис за всю свою политическую карьеру, ну, никак не может помочь удержать власть. Так что эта линия понятна, там и силовики, все сейчас рассказывают одно и то же, что все у нас прям чудесно, чудесно. И что касается народа, свободы. Валерія, дазвольце, от калі коротка яшчэ вас запытаць апошняе пытанне, як вы бачыце ягоную перспектыву? Ці ён пратрымаецца да 2025 года? Ну, режим стабілізаваўся, але з іншага боку 4 гады это вельмі шмат. Ну, слушайте, я не банка, конечно, я не знаю. Это зависит от нас, от народа. Конечно, шансов у него удержаться мало. Он очень, ну, ситуация очень неустойчивая, очень слабая. Но все-таки знать, как поведут себя люди, нельзя. Зразумела. Валерія, дзякую вялікі за ваше інтэрв'ю. Спасибо и вам. Успехов в работе. Всего добрага, ўзаемна.